на телеканале «Дождь» и спросить у них вопросы о цензуре и самоцензуре. Сталкивались ли они в своей работе с самоцензурой и так далее. Это как бы наше короткое вступление в дискуссию. Давайте посмотрим, что же отвечали замечательные коллеги у Алексея. Маш, расскажи, как ты понимаешь понятие самоцензуры в редакции? Ну, мне кажется, что у каждого человека есть личная самоцензура, но это скорее какие-то этические моменты, мне кажется. Может ли какой-либо сюжет или интервью навредить человеку какому-либо, либо у которого берут интервью, либо какому-то постороннему? И если возникают такие моменты, мы всегда это обсуждаем на летучках, какие вопросы задавать, как подать сюжет так, чтобы никому не навредить. Первое, что приходит в голову, если приводить пример, например, герою угрожает опасность, он об этом предупреждает, но в то же время информация, которой он с нами делится, представляет общественную значимость. И это такой сложный этический момент, когда, с одной стороны, нужно соблюсти интересы героя, если ему действительно угрожает опасность, а с другой стороны, найти компромисс с тем, чтобы сообщить, не скрыть эту общественно значимую информацию от потребителя, от аудитории. Самоцензура – это когда ты оцениваешь новость или информацию с точки зрения того, достойна ли она выпуска на твоем телеканале, может быть, она тебе повредить или повредить кому-то, или, в общем, как-то повлиять на твою личную персональную судьбу. А в редакции «Дождя» есть самоцензура? Ну, наверное, у каждого это как-то внутри. А вот ты сама лично, какие грани, как вот ты понимаешь, вот здесь надо подумать, здесь вот вопросы этики. Как эти вопросы возникают? Ну, когда ты сталкиваешься с ситуацией, например, мы делаем материал про стюардесс плюс сайз и выносим в заголовок «Жирные стюардессы». Это вот, конкретный кейс. Я была категорически против. Но, тем не менее, на сайте материал вышел с таким заголовком. И люди посмотрели, стюардессы даже не обиделись. Не знаю, мне кажется, что это нехорошо. Но, с другой стороны, чтобы человек зашел и кликнул, вот это вот почему-то работает. Самоцензура должна регулироваться только твоим внутренним какими-то этическими представлениями о добре и зле и больше ничем. Никакой политической самоцензуры или какой-то другой быть не должно. Это уже оксюморон. Самоцензура в политике не может быть. Как не может быть никакой другой цензуры, кроме внутренней этической. Например, в моей работе самоцензура – это в первую очередь закон о СМИ, которые мы вынуждены соблюдать под угрозой последствий, санкций со стороны государства, и тоже какие-то вот такие стандарты, принятые всеми качественными изданиями. Кто готов высказаться? Поднимайте руки, я буду подавать микрофон. У меня короткая реплика на старте. Я думаю, что если бы в Республике Коми была местом, знаете, как это, прекрасная Республика Коми будущего без цензуры, наверняка бы здесь были все сотрудники всех республиканских СМИ, которые бы написали об этом мероприятии, где много прекрасных лекций. А сейчас здесь, по-моему, все полтора СМИ представлены, к сожалению, но в таких реалиях мы живем. Самый важный вопрос действительно определиться с понятиями терминологии. Все, что было сейчас сказано в ролике, было сказано в ролике сотрудниками определенной редакции, и они говорили, что вот наша внутренняя цензура, первое, это закон о СМИ, который обязаны соблюдать, потому что мы пытаемся жить в правовом государстве и пытаемся соблюдать законы, которые в этом государстве существуют. А второе, это какое-то мифическое внутреннее чувство собственной, собственной культуры, собственного знания, собственного понимания и этичности. Вопросы этичности вообще нельзя как-то структурировать. Если мы возьмем за понятие культуры, что понятие культуры это набор табу и ограничений, то есть, например, писать на улице это ограничение, да? Если ты не писаешь на улице, ты культурный человек, а если писаешь, то не культурный, то в данном ролике мы видим только специалистов, которые занимаются конкретно своей работой. Как понять свою внутреннюю цензуру, способен ли ты на самоцензуру, либо не способен, вот это вот самый открытый вопрос. Каким уровнем культуры, знания должен обладать каждый конкретный человек, чтобы понимать, что он
занимается самоцензурой, чтобы понимать, что он действительно делает что-то нехорошее. Есть такая фраза, что умные всегда сомневаются, а дураки всегда умничают. В когнитивных искажениях, и этому есть научное название, синдром Даннинга-Крюгера. То есть люди, обладающие низким уровнем квалификации, принимая неправильные решения, не могут понять о том, что их решения неправильные, потому что обладают низким уровнем квалификации. Поэтому структура цензуры как таковой с точки зрения, ну, с моей кляксы зрения, с точки зрения вышестоящего начальства, курирующего СМИ, курирующего отдельные издания, оно должно быть. Потому что не все у нас суперпрофессионалы идут в профессию, и не все могут адекватно оценить те усилия и ту информацию, которую можно приложить ему и нужно выкладывать вообще на достояние общественности. Это вот как бы моя клякса зрения. То есть цензура нужна. Да, отлично, лучше присяду, солнце. Вот так. Я не СМИ, но делаю информационный продукт иногда, и возникает тоже такой вопрос. И мне из ролика и натолкнул на две мысли. Первое про конгруентность. Для меня цензура, или могу за себя сказать, как определить самоцензуру, для меня возникает мысль о том, не нарушает ли целостность это мое личное внутри. То есть от целостности зависит от второго, насколько я могу четко сформулировать, а что составляет эту целостность. То есть могу ли я для себя сформулировать понятие добра и зла, кроме добра и зла сформулировать их как-то раздробить. Что же все-таки является той ценностью, почему я считаю это добром, какая ценность я считаю нарушается, и я считаю это злом. То есть, с одной стороны, это конгруентность, не нарушение, да? При этом, если я выпущу этот материал, это не нарушит мою целостность, я потом не захочу увольняться, потому что буду чувствовать себя здесь комфортно, и какая-то самоактуализация будет. А с другой стороны, я должен тоже для себя понять, а что я называю добром и злом, и что для меня является важным, чтобы это не нарушалось. То есть я вот этого не понял пока. Да, для себя. Спасибо. У меня короткая реплика перед Стасом на то, что сказал Семен, самый первый выступающий. Мне здесь два простых тезиса. Я не согласен с тем, что цензура нужна только потому, что в отрасли, например, журналистики есть непрофессионалы, они что-то сделают не так, поэтому их начальники должны что-то сделать. Мне кажется, здесь тоже вопрос терминологии. Это не цензура, это просто профессиональный подход к работе. Если один сотрудник делает что-то непрофессионально, его начальник говорит, либо ты делаешь профессионально, либо ты уходишь с этой позиции. Это не цензура. Второй тезис мой. Я хотел бы просто на примере объяснить, как я и мои коллеги понимаем понятие самоцензура. Например, есть, к примеру, Леонид, замечательный организатор баркэмпов. И приезжают сотрудники, например, какого-нибудь замечательного республиканского телеканала и записывают Леонида его комментарии по поводу замечательного этого лагеря. Он приезжает на работу, и ему говорят, ой, а мы вырежем Леонида, потому что Леонид какой-то... Нет, он какой-то хитрый человек. Хитрый человек. Это значит, происходит... Предположим, что это произошло на первом баркэмпе. Потом этот человек приезжает, корреспондент на второй баркэмп, и делает то же самое, потому что для того, чтобы рассказать об этом мероприятии полно, да, чтобы отразить все точки зрения, нужно и его тоже записать. Он его записывает, и ему на работе говорят то же самое. А мы этого хитрого человека вырежем из этого репортажа. Самоцензура включается, как мне кажется, в тот момент, когда на третий год этого человека журналиста отправляют писать, делать видеорепортаж про баркэмп, он говорит, слушайте, я не буду даже к Леониду подходить, хотя как бы так-то надо, потому что без него это не полная картина, но его все равно вырежут. В этот момент он говорит, что он накладывает свои внутренние ограничения на профессиональную деятельность ежедневную. Он сам себя ограничивает из-за разных внешних факторов. Вот как бы, как очень многие люди в профессии в журналистике объясняется, что такое самоцензура. Это just in case, маленькое для понимания всех вас на примере. Да, хочу обозначить ту проблемную грань, которую я вижу в цензуре. Например, если какая-нибудь газета, какой-нибудь журналист принесет статью в газету, которая будет называться так: «Очкарики, они какие-то странные, давайте их убивать». Да? Наверное, это не стоит публиковать, и это разумно. Да? Я думаю, большинство людей это поддержит. Вот, и есть некая внешняя сила, ну, сейчас говорю не про внутреннюю цензуру, да, а просто про государственную, которая это контролирует, что вот такие статьи нельзя писать, они плохие, они призывают убивать невинных людей. Вот.
Такой, допустим, орган создан, он работает успешно, вот все хорошо. Вот в этом плане она полезна, да, цензура. Но потом возникает такой момент, что этим инструментом хочется воспользоваться и для других целей. Да? Вот кто-то написал статью, что вот наш текущий лидер, он не очень хороший, давайте изберем другого. Вот. А тот, кто работает в органе цензурном, он подумает, моему текущему начальнику это не понравится, я не буду это пропускать. Вот. И тут цензура становится уже плохой. Вот. И я вижу основную проблему в том, что без нее как бы нельзя, но ее очень легко использовать во вред. Вот. И как эту проблему решить, у меня нет ответа на этот вопрос. Спасибо. Пожалуйста. Я бы хотел чуть-чуть сузить, может быть, вопрос обсуждения, потому что тут самоцензура такая большая штука, и вообще цензура такая большая штука. И именно поговорить условно об этических штуках. Потому что самый главный вопрос всегда идет именно в этическом соображении. На самом деле тут просто фишка еще в том, что все зависит от того, если условно мы говорим про СМИ сейчас, вопрос в том, какие цели у СМИ. То есть, естественно, если у СМИ цель повысить кликабельность, просматриваемость просто до максимума, или там цитируемость, и мы возьмем условную ленту.ру новую, которая сейчас, что они сейчас делают, или там Life News, у них условно этической самоцензуры нет. Им говорят, делайте, что хотите, насыйте Навальному на лицо и снимите, это будет прикольно, хотите, напишите в заголовок что-нибудь про Гитлера и так далее. Все что угодно. Вот как бы мне лично, да, как журналисту, или даже не как журналисту, как просто человек, естественно, я такие СМИ не читаю, мне это не интересно. Или то же самое там взять Life News, они, это если мы говорили про именно кликабельность, просматриваемость, а если взять еще вопрос цитируемости, у них нету ограничений в голове для того, чтобы докопаться до чего-нибудь. Ну, условно, когда кто-то лежит, какой-нибудь звезда лежит в больнице, они подкупят вообще всех, они как бы положат хер на всех родителей и так далее. Даже если попросят, пожалуйста, не приходите, не трогайте, будет все равно, они придут. Как бы стоит ли журналисту себя ограничивать? Либо нет, либо добиваться до самого конца. Спасибо. Мне, во-первых, хотелось бы, меня зовут Лена Соловьева, я журналист. Вот, мне хотелось бы, во-первых, определиться немножечко с терминами, чтобы мы не размывали здесь все. То есть, когда мы говорим, там, призываем убивать очкариков, мы должны понимать, что речь идет не о цензуре, когда мы это запрещаем, а о законе. То есть, запрещены законом призывы к насилию, призывы к уничтожению каких-то групп, к экстремизму и так далее. То есть цензура — это то, что находится, ну, как я это понимаю, да, вне поля закона, но то, как мы себя ограничиваем вне поля закона. Поэтому нам просто нужно сейчас отделить одно от другого, чтобы понимать, о чем мы ведем дискуссию. И, скорее всего, да, она будет, все-таки мы склоняемся к тому, что она об этике. Понятно, что наибольшее количество просмотров набирают такие вещи, как там, условно говоря, сиськи и кровь. Это то, о чем сейчас говорил предыдущий спикер. Но дело в том, тут нужно понимать, и хотелось бы, вот мне интересно просто и присутствует здесь кто-либо, кто интересовался, есть ли какие-то социологические исследования того, как воздействуют вот такие СМИ и такие, ну, СМИ, которые публикуют такие какие-нибудь яркие публикации про насилие, про секс, как это все воздействует на общество. Насколько мы понимаем, вот такими методами в обществе раскручивается агрессия, и какие это последствия может иметь в итоге глобальные, если постоянно нагнетать, если постоянно усиливать атмосферу какой-то взаимной ненависти, травли, агрессии, там, и известные там случаи, ну вот это известный случай «Эхо Москвы» Татьяны Фингельгауэр, когда на нее напал какой-то псих с ножом, но предварительно очень много говорилось там в государственных СМИ о том, что вот какие эти продажные, значит, из Госдепа там журналисты, и что все они достойны, наверное, самого плохого.
Вот кажется, здесь должна цензура работать, но в каком плане? У нас нет фактически какого-то такого большого российского журналистского сообщества, которое обговорило все эти правила. Есть масса пропагандистских СМИ, которые там этого, конечно, делать не будут, и в этом большая проблема. Вот, что хотел сказать. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте всем. Хотел бы поделиться своим мнением. Вот сейчас послушал спикеров всех. И мне кажется, стоит объединить все сказанное. Максим приводил пример того, что приезжал сюда корреспондент. Он первый раз снял, второй раз снял, третий раз не стал снимать. Но это не самоцензура, это цензура, навязанная на человека. И он сам-то готов снимать, но цензура организации, в которой он работает, не позволяет ему это делать. Точно так же, как и любой журналист, если он занимается этим профессионально, в каких-либо изданиях не будет писать про то, что нельзя. Но это не его цензура. Он, возможно, и рад бы готов поделиться своим мнением, но это наложит отпечаток на его заработок, на его занятость, на его, как это сказать, профессиональный путь. И тут, смотря где мы работаем, получается. Если человек работает в какой-то организации, но при этом хочет что-то написать, конечно, не стоит забывать о том, что не скатываться до оскорблений. И если есть что-то сказать, то это должно быть все по делу. И тогда, возможно, вот самоцензура, не сказать что-то неправильно или недостоверно. В этом самоцензура. Спасибо, пожалуйста. Мы опять же возвращаемся к тому, что есть два понятия, которые мы никак не можем определить, вокруг чего сейчас ведется дискуссия. Тема дискуссии заявлена цензура. Нужна она или нет? Мы здесь подняли два вопроса. Вопрос самоцензуры, когда человек самостоятельно внутренне оценивает цельность, необходимость, полезность той информации, которую он пытается донести до потребителя. Либо цензура, так скажем, политическая и цензура, так скажем, сверху. Нужно понимать, что если самоцензура – это вопрос исключительно развития личности человека, его внутренних моральных установок, воспитания, культурного кода, то цензура политическая и цензура со стороны власти – это всего лишь экономические рычаги давления. Ни для кого не секрет, что кому принадлежит средство массовой информации, тот его и танцует. В любом случае средство массовой информации существует за счет своих учредителей, за счет тех целей и задач, ради которых оно было учреждено. За счет денег налогоплательщиков. За счет денег налогоплательщиков, это уже мы говорим про государственные СМИ, но тем не менее у государства тоже, как у человека, который учреждает СМИ, есть свои цели и задачи, они чисто экономические, потому что донесением своих идеологических составляющих мы регулируем экономические процессы. То есть если мы все крикнули, если все государственные СМИ кричат «в Крыму хорошо, давайте отдыхать в Крыму», это не что иное, как поддержка Крыма как теперь государственного курорта российского значения. Если мы говорим про наши местные СМИ, то у каждого СМИ есть свои цели и задачи. Я в свое время работал в информационном агентстве Коминформ 20 лет назад. И я прекрасно понимаю, что такое редакционная политика и о чем писать можно, о чем было писать нельзя на тот момент. Соответственно, сейчас я прекрасно понимаю, что у каждого СМИ, который есть в нашем городе, есть свои бенефициары, которые получают ту или иную экономическую прибыль от того или иного политического влияния и политического аспекта. И мне бы хотелось, чтобы мы все-таки говорили по теме дискуссии, да, то есть цензура, она нужна или нет. Я не отказываюсь от своих слов с учетом того, что самоцензура, она нужна, но самоцензура зависит исключительно от уровня развития человека. И этот критерий мы никоим образом не можем адекватно оценить. Проверить можем на практике. Если человек всю жизнь пишет что-то хорошее, то да, он хороший, он соблюдает самоцензуру. Но в мире есть полно примеров, когда люди изначально достаточно хорошие, со временем ступали на неправильную стезю. Я здесь приведу пример несколько из другой сферы. Дважды нобелевский лауреат Лайнус Полинг, который открыл влияние витаминов, который получил Нобелевскую премию мира за свое собственное влияние на этот мир, к концу жизни сошел с ума и предлагал абсолютно все лечить сумасшедшими дозами витамина С. Причем даже его собственный институт Полинга потом опроверг эти данные. То есть это к вопросу об адекватности, вопрос о том, что решения, которые принимаются в освещении событий, в освещении жизни каждого конкретного человека, ну, как мне кажется, не должны
решаться одним человеком. Пускай это будет коллегиальный какой-то совет, пускай это будет редакция, то есть редакционный совет. Но если, например, мы выносим какие-то материалы по поводу событий, которые являются знаковыми для каких-то конкретных людей, то цензура необходима. Спасибо, пожалуйста. Вынужден согласиться с предыдущим оратором. Меня слышно? Да. Вынужден согласиться с предыдущим оратором, хотя я обычно с ним не согласен. Здравствуйте, Симон. Но у меня вопрос такой. Я вообще ни малейшего отношения не имею ни к одним СМИ, вообще ни одним боком, ни к одним. В моей голове советского школьника цензура значит вполне конкретные вещи, и это не то, о чем вы, не совсем то, о чем вы говорите. Давайте, конечно же, выдумаем какое-нибудь слово, которое будет обозначать совокупность профессиональных, моральных, этических и прочих стандартов. То есть, там, не знаю, профессиональные стандарты, то есть достоверность или излагаемая информация, да, источник, поверхность, такое, морально-этические, там, не навреди, и же СМИ, там, боремся с дискриминацией, со всем прочим. Давайте как-то по-другому обзовем и отставим в сторону, потому что, по-моему, только люди очень специфического склада скажут, что ограничения, связанные с вот такими вот вещами, они не нужны. Только некоторые люди действительно поддерживают точку зрения. Вот. Но есть другая цензура, вот то, что как раз в моей голове советского когда-то школьника называется словом цензура. Это ограничение, модификация редакционной политики и всего такого в соответствии с экономическими или политическими целями кого-либо. Владельцев издания, государства, и же с ними, там можно написать, как скобочки, по-моему, можно вписывать кого угодно. Так вот, мы забываем о цели. Нужна она или не нужна? Мы говорим, мы тут больше говорим о том, что есть она или нет. Естественно, она есть. Нужна она? Нам, как потребителям информации, нам, как реципиентам этих СМИ, ни в коем случае не нужна. Она вредна. Поскольку она тем или иным образом искажает нашу картину мира. У меня все. Спасибо, пожалуйста. Да, у меня маленькая реплика. Вообще я против цензуры, но тут я подумала, что если бы во Франции было бы ее достаточно, может быть, вся редакция издания «Шарли» была бы жива. Может быть, цензура спасает жизни? Спасибо большое, пожалуйста. Я, да? Да, Леонид, пожалуйста. У меня совершенно отвратительная тема этой дискуссии сейчас. Тебя козлом назвали, конечно. Да, ну и да, Даже мы можем. поэтому тоже. Он не меньше козел. Вот, значит, но дело в том, что вот она исключительно не современная, не своевременная. Значит, у меня дома, ну, у многих на самом деле дома, есть такая большая толстая книга, да, книга «Вкусной и здоровой пищи». Очень красиво издана, издавали ее, по-моему, в Восточной Германии в 1949 году. Вот, иначе как издевательство, эта книга не была, потому что там перечислялись продукты, ингредиенты, которые, ну вот, хозяйка в 49-й, знаете, да, 49-й год, послевоенный, значит, вот они даже и слышали, не слышали, откуда вообще все делалось. Значит, вот и разговор сейчас о цензуре и самоцензуре, вот в тех рамках, в которых нас сейчас зажали, да, это вот книга «Вкусной и здоровой пищи» там в 49-м году. Значит, вот в чем феномен Навального, например? Он позволяет себе, да, у него совершенно особая ниша, как бы, вот его не сажают, условно говоря, но он позволяет себе многие вещи называть своими именами, да, и это звучит, вот послушайте его, да, звучит совершенно очень свежо, да, он, так сказать, у него чуть-чуть меньше самоцензуры, чем у всех нас. Вот нам нужно уменьшить эту самоцензуру, нам нужно вообще наплевать в значительной степени на те законы, которые нам навязаны, и выкинуть эту книгу о вкусной здоровой, нет, наоборот, читать эту книгу о вкусной здоровой пище, как бы, ну, там, и готовить эти блюда, там неизвестно, правда, из чего, и готовить, когда продуктов нет, но это, ну, вот это именно так. Вообще, эта дискуссия отвратительна, она неправильная, не своевременная. А негров неграми можно Спасибо. называть? Нет, это другое совсем. Это совсем другое. Вот. Я думаю, что если это им не нравится, то не нужно. Вот. Хотя они очень сами себя любят называть нигерами, как бы, да, это интересно. Вот послушайте песенки, там, да, ну это, ну, наверное, они сами себя могут. Спасибо, пожалуйста. У меня будет такая мысль, она скорее вопрос к какому-нибудь из следующих спикеров, так как тут у нас есть представители СМИ. В общем, в чем она заключается? Вот, допустим, как отметила Елена, я с ней согласен, сейчас много
можно увидеть новостей, которые, я считаю, что очень умный человек, почему бы с вами не согласиться. Много, скажем так, таких желтых вещей, да, там, классические и так далее. Я считаю, что это действительно делает общество хуже, да, приучает ему к каким-то стандартам, каким бы мне не хотелось, чтобы оно приучалось. Вот. Я подумал, что, допустим, в советское время такого не было, потому что заказчиком был не конечный потребитель, да, а некий, не знаю, может быть, чиновник, кто-то, какой-то человек, да. Сейчас, во время рыночной экономики, когда СМИ существуют за счет рекламы, чем больше у них читателей, тем, соответственно, у них больше доход, и некоторые СМИ ориентируются вот на, скажем, таких потребителей, которые согласны читать, смотреть информационные вещи, да, вот, где там, с шокирующими заголовками, в общем, какой-то трэш, да, вот им нравится, это позволяет существовать СМИ, значит, оно существует. Вот. То есть время сменилось, сменился тот, кто определял, сменился заказчик, да, и как грустная мысль получается, что если мы уходим от неэффективной государственной экономики, да, к более эффективной рыночной, то мы получаем наводнение информационного поля трешовыми новостями, да, которые делают общество хуже, вроде бы. И вот у меня, кстати, по этому поводу вопрос представителям СМИ, может быть, кто-то сможет мне прокомментировать, а как дело обстоит в других странах с рыночной экономикой? Там такая же проблема у них, как у нас, или ее нету, или как-то они как-то решили? Спасибо, пожалуйста. Ладно? Они ответят, да не дойдет, сделай говорить. Хорошо. У меня идет согласование между тем, что вы говорите, потому что здесь есть представители СМИ, а я не знаю, понятийный аппарат, не понимаю до конца. И у меня просьба объяснить, кто же создал тогда цензуру, какая была ее история, как она была создана как стандарт. Не самоцензура, а та самая, которая объясняет правила игры. И попробовать объяснить, а что будет, если ее не соблюдать. Да? Не только закон о СМИ, а какая-то... Почему одни соблюдают, им разрешено, почему другие не соблюдают. Вот чуть объяснить для тупых, да? И тот пример, что Леонид приводил с Навальным, да? Почему одни, в каких ситуациях можно не соблюдать, и это нормально, и вот что-то с этим призывом не соблюдать, где границы несоблюдения, да, вот и санкции, возникающие в результате. Объясните для тупых, потому что это разница сейчас понятия. Спасибо, пожалуйста. Да, сейчас. Я не зря изначально просил определиться с терминологией, что такое цензура. Вот давайте я дам свое определение. Цензура – это контроль информации с возможностью ее запрета. Все согласны с такой терминологией? Нет. Вот если исходить из этой терминологии, то такого понятия, как самоцензура, вообще быть не может. Цензура – это определенный инструмент, идеологический инструмент, который контролирует информацию, который может запретить ее поступлению в массы. Поэтому говорить, вот совершенно верно, единственная девушка была на экране, которая сказала, что самоцензура – это оксюморон. Вот из всех выступавших журналистов она единственная умная, остальные так себе. Да. Вот это, как взять, скажем, топор. Топор – хороший инструмент или плохой? Если нарубить дров, чтобы согреться, это хороший инструмент. Если отрубить голову, это плохой инструмент. Так и цензура, все зависит от того, кто ей пользуется и для чего. Вот Леонида Козлова назвали, вот не должно было цензура это слово пропустить. Вот если бы Леонида назвали гадом, цензура пропустила его, поскольку гад это один из 12 сыновей Израилевых, основателей одного из 12 колен. Так что если хотите как-то обращаться к нему, не надо козлом называть, лучше гадом. Поэтому давайте придем к выводу, что самоцензуры вообще такого понятия нет. Есть уровень журналиста, есть уровень его профессионализма, его порядочности и его моральных качеств. Но это не самоцензура. Спасибо, пожалуйста. Я хочу сразу сказать, так, меня слышно вообще? Слышно, слышно. Я хочу сказать про Александра Федоровича, что, конечно, он лучше всех нас здесь в этом разбирается, потому что он политрук. Да? Да? Но я все же свои 5 копеек ставлю. Они заключаются, во-первых, в том, я хочу начать с того, что действительно, да, правду говорить легко и приятно. Начнем с этого. И когда я начала работать на «семерке», это было просто вау, там, ты из душного помещения просто приходишь куда-то, где куча кислорода, и с наслаждением дышишь. И тебя никто ни в чем не ограничивает. Так как я сталкивалась с работой в государственных СМИ, я объясню немножко для Стаса, тоже и для всех остальных, как все происходит. К сожалению, СМИ существуют за счет каких-то денег. Все завязано на деньги.
никуда здесь от этого не денешься. Ну, допустим, существовала прекрасная, там, старейшая в коме газета «Красное знамя», которая в какой-то момент стала не то чтобы оппозиционной, но стала позволять себе какие-то вещи. И быстренько ее накрыли медным тазом. Это происходило как? Просто сверху давали указания, что вы не даете больше денег на рекламу красному знамени. Это говорилось там крупнейшим там, каким-то предприятиям, которые давали основную рекламную подпитку. Так что, к сожалению, если говорить о цензуре, здесь все проще, грубее и топорнее. В общем-то, это происходит вот так. Если говорить о самоцензуре, она все-таки существует, и мы непременно упираемся в вопросы этики, а вопросы этики, они таковы, что они постоянно меняются. Этические нормы, они очень изменчивы. Поэтому мы о цензуре можем говорить, нам сказали, что там дискуссия закончится, когда она закончится, так вот она может не закончиться никогда, и мы все здесь умрем. Вот. Мы все пойдем на ужин. Да, война ужин по расписанию, но на самом деле, опять же, если мы будем говорить о таком, самый простой, наверное, пример, это такой термин, как негр. Вот недавно у нас просто началось цензурирование в том плане, что в СМИ, там, в других там, каких-то печатных медиа нельзя говорить негр, нужно говорить афроамериканец, афророссиянин, еще там бог знает как, но там, я не знаю, вот, но уже ограничения какие-то эти появляются, потому что меняются какие-то этические нормы. Ну вот, собственно. Спасибо. Свободы моих комментариев. Руку поднимай. Да, я удаляла определенные комментарии из семерки, но исключительно соглашусь с внутренними правилами, о которых, конечно, Александр Федорович знает. То есть это личные выводы, оскорбления и так далее. Спасибо. Пожалуйста. Кто взял? Здравствуйте. Я Виктор, я работаю в Сыктывкарском университете, и я как человек, который в принципе очень давно я сотрудничаю с СМИ и в принципе в сфере медиа, я считаю, что цензура вообще это плохо, ее не должно быть, и надо разграничивать все-таки в конце концов понятие цензуры, когда информацию намеренно кто-то блокирует, не доводит или способствует тому, чтобы эта информация не дошла до конечного потребителя этой информации различными методами. И понятие этики. То есть в конце концов, есть студенты-журналисты, у них есть предмет журналистская этика. То есть это какие-то базовые понятия, которые если ты их нарушаешь, ты не можешь называть себя журналистом, по большому счету. И это вообще никакого отношения к как таковой цензуре и не имеет. Потому что, эти правила давно устоялись, они давно выработаны тем самым журналистским сообществом. Сама по себе цензура, я вообще, в принципе, у нас же Digital Barcamp, в принципе, она, на мой взгляд, она не может существовать на нынешний момент, потому что есть потребители и запросы у многих групп на все что угодно, начиная от котиков, заканчивая расчленкой и прочим. В конце концов, те же самые журналисты Life News, которых многие тут не любят и ненавидят, они создали самый популярный, самый актуальный канал в Телеграме, Мэш, который при всем при этом, казалось бы, журналисты Лайфа, которые должны как-то быть свиньями, сволочами, скотами, они выдают вполне себе качественные материалы. Как-то так. Спасибо, пожалуйста. Так. Пару слов скажу, банальных, но не важных, которые мне кажутся важными. Есть разные сиюминутные вещи, такие как этические нормы личные, этические нормы вообще могут часто меняться. Есть законы, которые тоже довольно сиюминутные, и в разных странах законы разные. Есть ценности, ценность свободы слова, которая должна стоять здесь во главе. И ценность свободы слова нарушаться не должна никак и нигде. Это означает, что человек может писать о том, о чем он хочет писать. А самоцензура — это значит не писать, о чем не хочешь писать. Вот пиши, о чем хочешь, не пиши, ни о чем не хочешь. Я сталкивался... У меня ограничения было два в жизни за всю работу журналистом. Первое, когда я работал главным редактором «Твоей параллели», мне сказали: про Кайзера плохо не пиши.
А про остальное пиши, что хочешь. Ну, мы писали про Пусирайт, про Путина плохо, про Гайзера не писали. Ну, в принципе, Гайзеру не было так много претензий, чтобы про него писать особо. Мы писали про всех остальных. А вторая акт цензуры был в «Красном знамени», в независимой газете. Я тогда только начинал свой журналистский путь, мне дали колонку. Зачем мне дали колонку, я вообще не понимаю, мне 19 лет, 20 лет. Ежедневную колонку, можно писать о чем хочешь. Но я писал о чем хочу, я расширял рамки, расширял, и однажды написал колонку про говно. И приношу, вот я написал, Борис Суранов читает, говорит, ты чё? Я говорю, ну вот я хочу вот про это. Говорит, ты что, с ума сошел? Про это, кстати, напиши что-нибудь другое. Я такой, да как другое? Свобода слова, я хочу написать про это. И хорошо, что в итоге не пошло это в печать, что-то другое написал, потому что мне было бы стыдно сейчас, у меня там напечатано же, где-то в архивах, кто-то начнет разбираться, про что он написал. Господи, про говно, с ума сошел. Свобода слова абсолютная ценность, и не надо ее нарушать, цензура это плохо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Коллеги, слушаем внимательно. Да, спасибо. Мне кажется, я некоторые вещи начал понимать, хотел поделиться и попросить обратную связь, правильно я их понял. Получается, что цензура — это инструмент, создавался, точнее, как инструмент управления и правил для того, что хотите участвовать и получать деньги или финансирование, вот правила, по которым вы можете играть. Да? Есть такая штука, как этика журналиста. Это вещь, которую он приобретает, и она определяет его способность, компетенцию, профессионализм. Это типа как уровень, ниже которого нельзя падать. Это, наверное, какая-то типа самоцензура, мы пытаемся ее назвать. Это этика. Она относится к внутренним убеждениям целостности человека. А есть еще такая штука, как редакционная политика, которая определяет отношения площадки СМИ медиа с ее читателями, и поэтому она может быть типа у всех разная. У кого-то котиков и звезду можно затащить из больницы, это нормально, а у кого-то это недопустимо, потому что они уважают своих читателей по-другому. И я, насколько понимаю, вот это такая история. Правильно я это понял, что вы хотите донести, или это не туда? Спасибо, но у нас, похоже, никто не хочет отвечать. Есть все-таки люди, которые хотят отвечать. Спасибо. Пожалуйста. У меня такой вопрос, размышления ко всем здесь присутствующим. Мы сейчас очень много говорили об издании уровня Life News. Как вы думаете, есть ли какое-нибудь ограничение, какая-нибудь цензура у журнала Forbes? То есть вот этого человека с 30 миллиардами можно заносить в список Forbes, а вот этого человека с 50 миллиардами нельзя заносить в список Forbes, потому что он кому-то не угоден. Мы очень часто, опять же, путаем понятие целевой аудитории, которая есть у каждого издания, и каждое издание педалирует свою тематику, на какую целевую аудиторию оно направлено. То есть для кого-то есть цензура, потому что они могут опуститься ниже плинтуса, и эта цензура должна быть, и в этом я уверен, чтобы не было материалов про говно. Ну, если это, конечно, не какой-то колоноскопический специализированный журнал для медиков, да? То есть как правильно проводить колоноскопию в условиях Крайнего Севера. Тогда да, можно и про говно написать. Но это очень узкоспециализированная тема. Соответственно, мы, пытаясь говорить о свободе слова, забываем, что мы стремимся также в экономически развитое общество, в котором свобода слова понятие очень условное, поскольку мы еще раз говорим, что каждое СМИ, оно создано для того, чтобы поддерживать информационно какие-то свои бизнесы. Я верю в информационную свободу человека, у которого есть деньги, не связанных с информационным бизнесом в принципе. Тогда этот человек, отдельный, конкретный человек, может говорить то, что ему угодно, и то, что ему захочется. Но опять же, его бизнес никоим образом не должен быть связан с какой-то информационной политикой. То есть информационная составляющая не должна влиять на его бизнес. То есть у человека, например, рантье. Да, у него несколько домов, которые там многоквартирных, которые он сдает пожизненно. Я как бы сталкивался с этим в Европе. Ему абсолютно по барабану, потому что спрос на жилье будет всегда. Единственное, как он может воздействовать на рынок, это говорить о том, что свое жилье дорожает, ипотека дорожает, давайте снимайте лучше квартиры. То есть вот такие материалы он может выпускать, но опять же, это очень узкоспециализированные вещи, они не рассчитаны на широкую аудиторию. Поэтому если мы говорим о свободе слова, свобода слова идет вразрез с принципом, с экономически развитым сообществом. Это просто к вопросу о том, которые здесь были озвучены, про свободу слова, о том, что это высшая ценность. Если мы говорим о свободной стране капиталистического развития, то там высшие ценности совершенно другие. Спасибо, пожалуйста.
к вопросу о Forbes. С недавних пор, да, со сменой владельцев, со сменой частичной редакции Forbes, да, появилась цензура, и ну, раньше Forbes, так как это, в принципе, издание западное, не особо редакционная политика шла, как сформулировать, короче, редакционная политика зависела от, в принципе, генерального офиса и прочее, то с недавних пор в России Forbes, к сожалению, стал цензурированным изданием. Так же, как, в принципе, к моему глубокому сожалению, экономические издания сейчас очень с огромным трудом пишут о чем-то, что как-либо противоречит политике партии, вождя и прочее. То есть это «Ведомости», «Коммерсант», различные такие... Мы ушли от цели дискуссии. Цензура нужна или нет? Повторюсь, цензура не нужна. Спасибо. Пожалуйста. Цензура не нужна. То, что Семен называет развитым капиталистическим обществом за рубежом, представляет собой очень интересное социальный строй, который вообще по хорошему капитализму как таковым уже не является и довольно давно. И это, мягко скажем, не идеальное общество. А насчет того, что там кто-то имеет право высказывать все, что угодно, а кто-то не имеет права, и это как-то связано с финансовым состоянием человека. Но есть такой товарищ Руперт Мёрдох. Ну, там, короче говоря, Таралик еще бессмертный. Он старенький, древненький, держит в кармане кучу СМИ по обе стороны Атлантического океана. Его обвиняют, наверное, в большем количестве гадостей, чем он реально хотел бы сделать, даже больше, чем он реально смог бы сделать. Я не говорю о том, что явно больше, чем он реально сделал. Но существование таких персонажей, как Руперт Мёрдох, оно вообще по-хорошему для всех плохо. Даже в длительной перспективе для тех, на кого, на чью мельницу они как бы льют воду. Вот. Повторюсь еще, с точки зрения нас, как людей, как граждан, как членов этого общества, как те, кому еще жить и жить и жить, я надеюсь, мы все рано или поздно умрем, собираюсь жить вечно, пока получается, но все-таки, с нашей точки зрения, цензура не нужна. И я никого здесь не вижу, относящихся к той категории населения, кому цензура, ну, может, я плохо вижу, мне минус 7 скорректировано, вот, кому цензура реально нужна была бы. Спасибо, пожалуйста. Да, я тоже отвечу Семену. Семен говорит классные вещи, на которые можно много возражать. Это очень отличные аргументы. Семен рассуждает с точки зрения журналиста, который работал или работает в СМИ. И вот эта призма, то, что с точки зрения СМИ. Ну, раньше, что есть СМИ должны зарабатывать и так далее. И да, окей, все правильно. Но я посмотрел, точно, дискуссия. Цензура, которая нам нужна. Цензура и свобода слова, и в принципе, где мы говорим, это далеко не только СМИ, не только, если пишу в Твиттер, я не преследую цели никакого СМИ. И есть разные формы выражения свободы слова. Я не сумасшедший идеалист, который говорит, что все свобода, в мире больше ничего не должно быть. Нет, я говорю про себя с этой точки зрения. Я могу выражать свои мысли по-разному. Кто-то выражает в стихах, кто-то почитает эти стихи, кто-то выражает в литературе, кто-то почитает эти книжки, кто-то в твитах, кто-то в постах. Кто-то, да, в своей колонке несет в СМИ, и СМИ будет. И тогда СМИ, почему СМИ будут публиковать? Потому что они деньги зарабатывают. Вот. Так что свобода слова как ценность, она может быть не очень хорошо применима с экономической точки зрения в некоторых СМИ в любой стране, а с точки зрения личной философии очень даже применима. Так что ответ на вопрос, цензура, которая нам нужна, не нужна. Спасибо, пожалуйста. Да, я хотел спросить у Леонида, продолжить его мысль, попробовать ответить немножко нужна и нужна. В сторону, если одно медиа или человек, как вот вы рассказывали, Навальный, да, он начинает нарушать правила, поставленные цензурой, поставленные правила, но при условии, я хотел бы, чтобы развили мысль, в каких условиях возможно нарушать, да, финансовых или личных разрешениях говорить такие вещи, и что будет, к чему это приведет, если это станет возможно доступно многим. Попробуйте размышлять в эту сторону. Если мы отказываемся от цензуры и начинаем работать против этого аппарата. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Это мне вопрос. Вы знаете, мне кажется, мы все хотим...
Мы хотим все скатиться к вопросу СМИ и деньги, и все никак не можем скатиться. В принципе, Паша сказал, мне кажется, верно, СМИ — это бизнес. И я несколько лет работала, я не была журналистом, но я была продажником. То есть моя была задача продать рекламу на СМИ. И СМИ работала каким образом? Чем больше лайков, чем больше заходов она соберет за месяц, либо за день, тем дороже можно выставить рекламу. И влияла ли на контент этого СМИ цензура, я не знаю, потому что я не журналист, но я понимала, если тема хайповая, да, если она принесет больше просмотров, то это принесет больше денег. И поэтому, насколько нужна цензура? Сейчас, мне кажется, в современных СМИ, я не говорю про политику, я не совсем в теме, я говорю про бизнес. Если это приносит деньги, то об этом СМИ сейчас пишут. Если СМИ понимает, что будет негативная реакция от ее аудитории, и аудитория отвернется, то эта тема ставится несколько более корректнее, чем могло бы быть. Например, стюардессы, жирные стюардессы, да, либо стюардессы плюс сайз. Если одно издание могло себе позволить написать жирные стюардессы, это соберет больше просмотров, соответственно, больше денег для его учредителей, то они шли на этот шаг. Если они понимали, что аудитория не готова воспринимать такой контент, либо нужно подать более корректно, то они, естественно, подавали это корректно. Поэтому по поводу цензуры, если это приносит деньги, я думаю, что СМИ идет на сделку со своей совестью и публикует контент такой же более горячий. Спасибо, пожалуйста. Я хотел бы ответить на предыдущий вопрос по поводу Елена, да? Я правильно запомнил? По поводу социологических исследований, как влияет преподносимая информация в СМИ на общий уровень развития общества. Ни для кого не секрет, что по пирамиде Маслоу у нас есть базовые потребности, которые у нас закрываются. Это безопасность и это насыщение и сексуальное удовлетворение. Как вы сами заметили, больше всего лайков в нашей сети набирают сиськи и кровь. То есть, во-первых, человек увидел, как ему можно размножиться, во-вторых, обезопасил себя, понимая, что что-то плохое произошло с кем-то другим, но не с ним самим. Это такое психологическое избегание опасности, когда эта опасность происходит с кем-то другим. Благодаря всем этим материалам у человека в сознании происходит некоторый сдвиг понимания собственной безопасности и понимания собственного размножения. Я сейчас не буду вдаваться в психологические подробности сдвига окна Овертона. Если кому интересно, можете загуглить это понятие «окно Овертона». Для того, чтобы понять, что тот материал, который сейчас выдается в большинстве СМИ, в наиболее кликабельных СМИ, в СМИ, которые имеют наибольшую часть аудитории, это примитивная информация, которая рассчитана на примитивного потребителя. Мы с вами сейчас очень культурно разговариваем. Вот, несмотря на предупреждение Игоря, в морду так никто никому бить и не стал. Видимо, культурный уровень у нас достаточно развит. Но мы сейчас говорим о среднестатистическом потребителе. 80% среднестатистического потребителя интересуют именно вот эти две категории. То есть это безопасность и секс. Поесть, размножиться и быть в безопасности. Поэтому если не будет цензуры, которая сверху, вот как на государственном уровне в Советском Союзе было, будет прививать определенный культурный код, через пару поколений мы скатимся, я надеюсь, что нет, но вероятность такая и есть, до уровня потребления, как, например, в царской России среднестатистическому крестьянину не нужно было уметь считать больше 10. И церковно-приходские школы, они были только для детей, которые планировали куда-то дальше деваться. В той же самой Европе, я жил в Чехии, например, 60% вала национального продукта Чехии – это мелкий бизнес, это предпринимательство. Высшее образование имеет только 2% населения. И там до сих пор людям перед именем пишут магистр или бакалавр, и это считается почетным. То есть у людей совершенно другое понимание того, что является образованием. Я со своими 4 высшими образованиями, когда в Чехии искал работу, мое резюме просто откладывали в сторону, как мне объяснили, мне не верили. Невозможно человеку к 30 годам иметь 4 высших образования. Я надеюсь, что не только мы с вами, те люди, которые здесь сейчас присутствуют, являются носителями определенного культурного кода, позволяющего нам рассуждать о том, нужна цензура или нет. Но и мы это донесем до понимания тех людей, которые находятся за этим баркемпом. И вот в этом и будет, я считаю, наша цензура, которая нужна. Спасибо, Леонид. Да, тут задали вопрос.
о том, о Навальном. Значит, я вообще вот говорю, я против того, чтобы рассуждать вот в этих терминах даже. Нужна цензура или не нужна. У нас общество очень плохо сопротивляется вообще любому давлению. Цензура в данном случае, которую вот сейчас, которую мы сейчас наблюдаем, это то, что навязывается обществу государству. И она все более и более удушающая. Есть определенные вот акторы, которые выбили себе какие-то загонщики. Вот Навального я привел пример, он, значит, там называет негодяев негодяями, да? А вот мы говорим, там, уважаемый господин такой-то, а он говорит, негодяй такой-то, да? Вот, значит, мы, большинство, мы миримся. Значит, и мы считаем, что вот если мы скажем негодяй такой-то, нас посадят. В общем, мы правы, наверное, да? Но ровно потому, что общество не сопротивляется, мы не оказываем сопротивления вот этому нарастающему давлению. Есть много примеров, таких загонщиков на самом деле много. Вот есть, условно говоря, Шнур, да? Вот он поет там в Питере пить, там, да, значит, вот попробуйте, да, значит, что вот там-то нюхать, там, а там, значит, отличные кружки. Вы попробуйте написать, да, вот, все видели, значит, что произошло с 7 на 7, когда мы просто опубликовали интервью, значит, с размышлением, да, 800 тысяч штрафа. Значит, а у Шнура, например, вот у него есть свой загончик, да, вот его там ничего. Значит, то есть это какие-то очаги сопротивления, а в целом общество продавливается на невозможность вообще о чем бы то ни было говорить. Сейчас мы видим, массовая отмена вот этих вот уродских законов о митингах, да? Посмотрите, что делается во всех футбольных городах. Значит, танцы, пляски, значит, шествия с городами, там, со знаменами, там, с чем угодно. Ну что, все нормально, да? То есть это все можно. Можно договориться, пойти там со знаменем на Красную площадь, все можно, только не нам, да? То есть это вот какие-то вот временное разрешение, временное послабление. Общество в целом не сопротивляется тому, что вот, нас зажали, и нам не дают вообще ничего делать, не дают говорить, не дают дышать, не дают вообще думать не дают. Вот, поэтому надо сопротивляться, надо начинать всем массово, только тогда можно отстоять вот эти вот, чтобы это были не отдельные загонщики для избранных, а чтобы это было вот широкое поле единого какого-то, в конце концов, применения права, потому что, опять же, мы видим, да, так сказать, что у нас правоприменение-то какое, там, да, Шнуру можно, там, остальным нельзя, да, это болельщикам можно, значит, обычным людям нельзя. Сопротивляться, люди, сопротивляйтесь цензуре. Нельзя допускать, чтобы нас зацензурировали до немоты. Спасибо, пожалуйста. К моему глубокому сожалению, это в сторону того, что секс и еда у нас всегда на первом месте. Запрос общества сейчас есть на какие-то свободные мнения, на мнения, опять же, не подцензуренные, не цензурированные. И к моему глубокому сожалению, я сейчас скажу такую вещь. Я ни разу не смотрел порно, которое бы набрало столько же просмотров, сколько фильм «Он вам не Димон». Ты не на том сайте. Кто знает. Кстати, на Порнхабе тоже показали, по-моему, да? Да, так. Ну, по жанру очень близко, кстати. Да, реплика такая, в чем разница, где пролегает вот эта грань между тем, о чем можно писать, и тем, о чем нельзя, применительно там, к сообществу. Если ты журналист, у тебя есть ограничения в виде журналистской этики. Почему Навальный может говорить о некоторых вещах, о которых не могут говорить журналисты? Потому что он не журналист. Он юрист, можно назвать его блогером, кем угодно, но он не журналист. Спасибо. Ужин начался, но мы продолжаем. Да, я буду очень краткой. Ребята, я хочу, чтобы вы все поели. Вот, значит, я хотела буквально короткую ремарку вот, про сиськи и кровь, но про сиськи я говорить не буду, уже только про кровь. Я отчасти могу согласиться с тем, что да, это немножечко про безопасность, но совсем немножечко. И надо помнить, что это очень сильно про легитимацию насилия. Я недаром привела пример с Татьяной Фельденгауэр. Вот, и если мы помним, вот эта тенденция, если говорить о государственных СМИ и прочих причастных, там в такой риторике, что вот геи плохие, либеральские плохие, и это легитимизирует насилие в отношении людей, которые там не угодны власти,
или неугодное там как-то государству, и это сразу направляет как бы агрессию на определенные группы, и это очень страшная вещь. Поэтому вот за этим надо наблюдать. Если говорить о какой-то цензуре, вот об этом я бы хотела сказать, что вот это надо как-то ограничивать, и за этим надо следить. Нельзя постоянно обвинять и чернить, клеймить какие-то группы людей, потому что это очень плохо кончается. Какие-нибудь казаки понимают, что им можно выйти и высечь плетками женщин. Все, примеров сколько угодно. Это нехорошо, это страшно. Спасибо. Уподоблюсь, наверное, Катону-старшему, который начинал каждое выступление в Сенате с фразы «Карфаген должен быть разрушен». Так вот, цензура не нужна. В золотом раю современных капиталистов, скажем так, в США есть СМИ с приличной аудиторией, которые позволяют себе говорить такое и так, что просто уши на голове начинают шевелиться, и волосы вставать на различных частях, дыбом на различных частях тела, которые не являются головой, что очень неудобно, если так. Вот. Что о легитимации насилия через СМИ. Насилие в отношении различных меньшинств, любых политических, экономических, моральных, этнических, легитимизируют не СМИ, которые говорят, что эскимосы геи плохие. Либеральные эскимосы геи, они нехорошие, они хотят разрушить Россию, надо их бить. Нет, легитимизирует это насилие практика правоприменения, когда митинг эскимосов нетрадиционной сексуальной ориентации, выступающей за либеральные ценности, я знаю, это звучит чудовищно и неправильно, но он так звучит, вот, разгоняют товарищи с дубинками, а какие-нибудь гопники в казачьей форме, которые приходят их тоже повесить, вообще ничем не отделаются, которые, когда их даже не забирают в отдел милиции. Легитимизация насилия происходит не на этапе СМИ, она происходит на этапе, когда полиция, органы правопорядка, это государство ничего не делает с этим насилием. Когда оно выделяет категории населения, в отношении которых насилие возможно и одобряет. Я думаю, это взаимосвязанные вещи, мне кажется, уже очень может быть, но необходимым и достаточным является именно этот шаг. Потому что в США тот же Брайтбарт, если их послушать, там становится страшно. Но в значительной степени, в части случаев, людей, которые попробуют воспользоваться выступлением некоторых их постов в качестве пособия по тому, как нужно поступать, очень быстро загребут их местные пенты и им светит приличный срок. Вот. Что касается того, что 80% населения и все такое, опять же, мы одновременно слишком хорошо думаем о людях и слишком плохо. Мы слишком плохо о них думаем, потому что мы каким-то образом считаем, что здесь собрались какие-то сливки. Если 80% такое жуткое быдло, то, извините меня, на говне сливок не соберешь. Вот. Мы здесь, да, не репрезентативная выборка, но мы не настолько отличаемся от всего остального общества, и да, я просвещаю, да. Вот. С другой стороны, если в СССР была такая замечательная информационная политика, если там цензура делала правильное дело, то где сейчас этот СССР? Если не углубляться в различные теории заговора, что там проклятые буржуины развалили страну СССР, то он не выдержал. Он не смог удовлетворить вызовам, которые перед ним перед ним поставила жизнь. Просто собственное решение людей, которые руководили. Если посмотрим на наше современное общество, до сих пор, сколько сейчас прошло лет? Меньше 30 лет с момента развала Советского Союза. Огромное количество людей, наших соотечественников, сограждан и жителей соседних государств, бывших республик, делает совершенно чудовищные вещи, ведет себя как полные сволочи, и при этом это все люди, воспитанные советской школой, советскими детсадами, советскими СМИ, советским обществом.
Так что цензура в данном случае не помогает. У меня все. Цензура не нужна. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, я вот наслушался всяких реплик по поводу, как бы так объяснить, что большинство людей, все-таки там про пирамиду Маслоу и так далее, что большинство людей хочет смотреть только на сиськи и кровь. Так вот, и были еще фразы по поводу того, что давайте мы запретим СМИ писать про сиськи и кровь. Вот представьте себе, вот параллельная реальность, и все СМИ перестали резко писать про это. Но останется огромное количество людей, которые читали только про это. Как вы думаете, они будут подтягиваться до более высокого культурного уровня, чтобы писать про что-нибудь другое, или в принципе потеряют интерес к СМИ? Они сами напишут. Спасибо. Все, или еще вопросы? Спасибо. Ну что, друзья, все.